Так, друзья, все, меня видно, отлично. Я в эфире. Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 4 ноября 2022 года. Все, меня видно, отлично. Так, звук отсюда убираем. 4 ноября 2022 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Реалити в YouTube и в TikTok. Друзья, приветствую вас. Москва готовится к обороне. Так я сегодня назвал сегодняшний стрим. И давайте поговорим об этом и обо всем другом. Задавайте ваши вопросы, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш эфир. Начиная свой стрим, я хотел бы вам напомнить, что моя организация, наша правозащитная организация Human Rights Center уже существует, и поэтому я, как правозащитник, не имею права склоняться к каким-либо флагам и так далее. Вы знаете, почему за моей спиной все, кто меня смотрит, висели флаги стран, которые признали фашистскую Россию террористической страной или же спонсором терроризма. Также там висел флаг Израиля, висел флаг Германии, которые еще пока этого не сделали. Но все равно я вынужден убрать эти флаги для того, чтобы соблюсти, скажем так, формальность. Я никогда не был в политике, хотя очень много мне приходилось о ней говорить. И не собираюсь, это я изначально сказал, и на этом буду оставаться. Так как моя задача не захват какой-то власти или получить какой-то долгожданный или многообещающий в финансовом плане пост для того, чтобы дальше как-то зарабатывать на этом. Я начал это делать тогда, когда никто этого не делал, почти никто этого не делал, потому что даже так называемые лидеры, представляющие себя сегодня лидерами, без зазрения говорят, что мы это делали, потому что я это взял на себя, потому что все остальные боялись взять на себя там, и так далее. Но это возвращается к тому, что нам также угрожает опасность, но мы не деремся и не претендуем ни на какие посты. Но могу вам сказать, те лица, которые сейчас вы видите у себя на экранах, которые представляются защитниками Ичкерии, представителями Ичкерии и так далее, по большей части эти лица имеют очень плохой послужной список. Об этом у меня есть достоверная информация, об этом есть масса свидетельств и свидетелей, которые это могут легко подтвердить. Поэтому этих лиц, которые сейчас изображают из себя каких-то политиков, там, деятелей там, и так далее, этих людей вы максимум можете увидеть на скамье подсудимых или же отвечающие, заходящие в здание прокуратуры или каких-нибудь наших следственных органов, а никак ни в какой политике и никакими президентами. Это так, чтобы вы все прекрасно понимали, о чем, какая сегодня ситуация. Да. А теперь перехожу к вашим комментариям и к вашим приветствиям. Я вас еще раз всех, друзья, приветствую. Так, всем привет, Воронежская область, слава Украине, Южная степь. Витаю вас, Южная степь, героям слава. The international community has failed to protect people of Chechnya from и так далее. Human Rights Watch. Так, Джахар, я тебя тоже приветствую. Шавега Машволь. Всем салам алейкум от Лизгина. Ва алейкум ассалам, антиватник. Витаю. Ассалам алейкум. Санохчи, вечери, ижери. Аслам, удачи тебе, брат. Аллах, си дольшу ночал. Ва алейкум ассалам. Саоми ваш. Дуэль дальси, массера дуэль дальси. Довели, ва алейкум ассалам. Под ником Ичкерия, что с тобой случилось, спрашивает. Ичкерия, ты имеешь в виду Ичкерия под ником. Но ты, Ури, ты, наверное, его путаешь, потому что Ичкерия может написать каждый у нас. Это мы уже проходили. Знаете, я бы еще хотел бы обратиться к некоторым товарищам, которые мне пишут там, и в личку пишут, и в комментариях пишут.
И потом у других там под видео я не слежу за всеми и вообще не имею желания, у меня времени физически не хватает, чтобы все посмотреть, почитать, хотя я и так много смотрю, много читаю. Можно сказать, все время я что-то смотрю, что-то читаю, все свое свободное время. Поэтому вот эти люди пишут там про меня какие-то гадости, потом приходят ко мне, какие-то мне комплименты отвешивают. Я не понимаю вас, друзья, что с вами? Вы, по-моему, у вас раздвоение, шизофрения, как говорится. Друзья, так, пойдемте дальше по комментариям. Посмотрим, что нам пишут в ТикТок. Ассалам алейкум, брат. Алейкум ассалам, горец, маш овер. Так, привет, Германия, привет. Ассалам алейкум, алейкум ассалам. Так, вперед, Украина, вперед, вперед, Украина, полностью поддерживаю. И смотрите, друзья, 26 извиняюсь, апреля, наблюдая за разными перипетиями, которые происходят в этом гадюшнике российском, смотря, я сейчас не буду всех называть, потому что я и некоторых не называл, тех экспертов, которых смотрю, чтобы потом как-то они не препятствовали. Но я говорил, или там не вводили заблуждение. Я говорил о Евгении Федорове вам очень часто, друзья. Этот человек является представителем Путина, это депутат, который призывал уничтожать 20% украинцев, чтобы они, как Чеченская республика Ичкерия, ходили на митинги. И Федоров тогда сказал, что нужно уходить. Он уже и позже об этом говорил, и до этого, что нужно уходить нодовцам, у них так называется национально-освободительное движение, они типа якобы находятся под оккупацией Соединенных Штатов и Великобритании, но в первую очередь США там, как они рассказывают, и так далее. При всем при этом, конечно, они сами просились, сами они развалили Советский Союз, переформатировали его в СНГ, ну и так далее, и так далее. Короче говоря, последовала информация, что нужно возвращаться всем в Москву и защищать Москву. И это было сказано в контексте, это не было сказано прямо, как я сейчас говорю. Но я тогда уже заподозрил, что что-то тут нечисто. Потом начала поступать еще информация. И тогда я, помните, выложил этот видеоролик. Я его сейчас вам здесь продемонстрирую. Киев должен взять Москву. Это просто была фотография. То же самое я сделал в ТикТок. Выложил эту фотографию. И получился там несколько секунд видеоролик, где сообщалось, что... Так, это нужно переместить. Что сообщалось, что Киев должен взять Москву. И я в этом абсолютно уверен, что Киев должен так поступить, потому что у него другого выхода для того, чтобы спастись, сохраниться, нету. Можно сиюминутно поиметь выгоду, сейчас попробовать победить. И после этого, как бы, ну, это мои логические умозаключения, которые, конечно же, это всего лишь мои логические умозаключения. И вот недавно я получаю информацию, что в Подмосковье там делаются специальные оборонительные сооружения, что готовятся, там переводятся некоторые там заводы, ценные какие-то вещи там, под Москву. Имеется в виду не Подмосковье, а под Москву. Есть огромные просто там катакомбы, там, когда копался метрополитен московский, ну и так далее, и так далее. И я пришел к выводу, что русские будут уходить из Украины, точнее их будут выкидывать из Украины, и они будут занимать оборону. А к этому накладывалось еще видео о том, что стягиваются войска и так далее, и так далее. Перебрасываются кадыровцы перебрасываются, которые должны будут в том числе заниматься обороной Москвы. Также перебрасываются ингушские
разные товарищи, которые очень долго, постоянно дислоцируются. Нужно понимать, вот нам известен один Рамзан Кадыров, который является главным ньюсмейкером, да, который делает новости, который нам все это рассказывает и так далее, и так далее. Ну, и у него есть в его подчинении, есть определенные там люди чеченской национальности, бывшие граждане Чеченской Республики Ичкерия, которые служат Путину лично и там готовы убивать ради него. Но кроме них есть еще и точно такие же часть ингушей, часть дагестанцев, часть других людей, которые напрямую лично подчиняются Путину. Кадыров это только вот та картинка, которую нам показывают по телевизору. Но есть другие товарищи, которые подчиняются лично Путину и так далее, и так далее. И вот эти все люди тоже стягиваются к Москве. И речь идет о том, что они должны будут защищать Москву. От кого? Ну, можем мы предполагать, что будет речь идти об украинской армии и силах россиян, которые перейдут на сторону, которые уже перешли на сторону Украины. Также я полагаю, что вот эта мобилизация, которую сделал Путин, да, всеобщая мобилизация, которую он назвал частичной, постоянная всеобщая мобилизация, которая она не будет останавливаться. Сейчас они просто закидывают информацию, что как бы приостановлено, что все закончилось там и так далее, и так далее. Ничего этого не произошло. По Чеченской Республике я могу сказать со всей уверенностью, что идет, продолжается набор всех. Сейчас просто они переключились на молодых, именно призывного возраста, которые обязаны пойти сейчас служить. Это тоже около 150 тысяч людей по всей фашистской России. Но и в том же духе это все будет продолжаться. И вот эта оборона, которая Москвы, которая будет, скорее всего, ближе уже к Новому году или после Нового года, может к весне, они будут защищаться, я так полагаю, от тех же мобилизованных, которые массово будут сдаваться в плен. А они уже сдаются массово в плен. И я очень надеюсь, что дураков там уже не осталось, и сдаваться будут все. И я настоятельно рекомендую вам, не ради себя, не ради Украины, не ради кого-либо, ради вас самих, хоть вы и являетесь, первая волна мобилизантов, являетесь фактически добровольными мобилизованными, хотя не все, далеко не все, но опять же, многие пошли и добровольно, как только их призвали. Вот я призываю вас всех сдаться. Несмотря на то, что вы являетесь врагами, просто чтобы избежать ненужных жертв. Как с нашей стороны, так и с вашей. Так, кого вы решили взять? Москву? Ну, попробуйте, говорит Василий. Да, Василий, именно так и произойдет. Будет она взята или превращена в Грозный, который вы превратили в мою столицу. Я этого не могу сказать. Будут взяты руины Москвы, или город будет все-таки разрушен до основания, как вы разрушили когда-то нашу столицу. Но ваши вот эти, кого вы взять, попробуйте, вот это все, оно уже с вашей стороны, оно даже не смешно, Василий. Вот к вам обращаюсь. Потому что вы уже столько раз сели в лужу, начиная от 3 дней захвата всей Украины и всего остального, и там отступления, и вашей Москвы, я имею в виду корабля Москвы, или там взорванного вашего моста, который нельзя бомбить ваш Крым, якобы или нельзя бомбить там другие части, которые вы считаете своими.
Хотя вы считаете все территории своими. Известно же, что границ у России не существует. Значит, и России не существует. Поэтому бомбить Москву или там Крым не имеет значения, получается, для вас. Вы это схаваете только потому, что у вас не хватит ни на что больше сил. Так. Маш войл асландал ал войл оша валек дели саламаш соуха овел маш. Эри Кадыров троитор. И не буду выражаться, как вы написали, но я с вами согласен, Эри. Ну что там курили? Но это надо не мне, а вашему генштабу и Путину сказать, что он там у вас курит. Абсолютно с вами согласен, Эри. Кадыров бандит. Слава Украине, героям слава. Да, мула, все будет Ичкерия. Да, мула, вежери. Все супер, друзья. Не обращайте внимания на разные вещи, которые происходят. Вчера читал информацию о том, что Владимир Зеленский сказал, что уже как бы дипломатическому корпусу Украины предложил организовать, сформулировать, да, прошение о признании Чеченской Республики Ичкерия для открытия посольства, представительства Чеченской Республики Ичкерия в Украине. То решение, которое было принято Верховной Радой Украины, я огромно выражаю еще раз огромную благодарность за признание оккупации Чеченской Республики Ичкерия и признание геноцида на территории Чеченской Республики Ичкерия, геноцида чеченского народа. Это реально очень важный документ, он важен в первую очередь даже для Украины, чем для нас. Да? Для нас, в принципе, днем раньше, днем позже уже погоды не делает, наша страна находится в полной оккупации. Сейчас вот признание и открытие посольства Чеченской Республики Ичкерия, несмотря на то, что это оно очень нужно, но у меня уже закрадывается подозрение, что разные аферисты и разные представители около политических кругов или представляющиеся себя политиками разные товарищи начнут драчку за вот это. Это, конечно, будет не очень хорошо, но мы будем наблюдать. Будем наблюдать. Так. Слава Україні, живе Білорусь, Алла Казахстан. Вітаю героям слава. Чечения, Джорджия, Ичкерия. Вы два раза Эри написали. Вы два раза написали. Так, давайте почитаем комментарии в YouTube. Ассаламу алейкум, алейкум ассаламу алейкум салам. Так. Салам Машалду, Массерга, Машал Хиль, Асланбек. Всех вновь вошедших приветствую, друзья. Рассылайте ссылку на наш стрим, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Бюстик, хуйледи, ха хуйльби, бюстик. Ассаламу алейкум, 8 ночи, ва алейкум ассалам. Что тут непонятно? Тролли валла, вот поэтому. Так, да, тролли набежали, и сюда, и в ТикТок набежали. Ну, молодцы, а что делать? Так. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам, пирожок с картошкой. Так, я сам чистой ночи, я хотел вам поднять настроение. Я Шахид из Бельгии. ЕС, что на связи, да. Есть что на связи, Машволь. Аслан, я слышал, что Джордж Буш старший считал Украину частью России, не хотел распада СССР. Это правда?
Я не знаю, антиватник, считал ли Джордж Буш Украину частью России, но это не важно, что считал Джордж Буш. Я согласен с тем, что США не хотели распада Советского Союза, потому что я считаю, что это было очень-очень выгодно для Соединенных Штатов и западного мира иметь вот эту полудохлую, воняющую, абсолютно безопасную для Запада страну, как СССР, особенно в последние годы. Они ее уже довели до ручки, да, этими санкциями везде. Ну, мы знаем, как Америка и Великобритания может гасить своих врагов. Вот она гасила их грамотно, аккуратно и уже довела до ручки. Мы уже все, советские граждане, уже на грани голода, практически на голодном пайке находились. Поэтому развала не хотели. Развал Советского Союза, по моему личному убеждению, является то, что террористическая банда ФСБ, по иронии судьбы, те самые, которые расстреляли дворян, их потомки решили стать дворянами. Вот их деды расстреляли дворян, русских дворян или российских дворян, а эти решили 3 века, 3 поколения точнее, 70 лет, более 70 лет нас эксплуатировали, и потом решили на накопленное нами, нашими отцами, дедами состояние, Путин, Патрушев, Шойгу, Мойгу и все остальные КГБшники решили вот, прибрать к рукам вот все эти богатства и стать новыми дворянами, о чем они прямо и заявляли. И для этого они переформатировали Советский Союз, идеология их нисколько не интересовала, хотя они постоянно говорили о какой-то идеологии, что там коммунизм там, и так далее, и так далее. Ничего этого не существовало. Они переформатировали СССР, СНГ. И вот все, что произошло. И сейчас, да, сейчас тоже не хотят развала Российской Федерации, так называемой Федерации. И, ну, уже вынуждены это сделать. Вынуждены сделать, и это будет сделано. И мы видим, как агенты КГБ, ФСБ, ГРУ и так далее пытаются перехватить инициативу, пытаются быть полезными, представляются здесь на Западе. Запад с ними ведет свою определенную игру. И в итоге им, наверное, кажется, что как при развале Советского Союза, они в отдельных государствах СНГ установят своих КГБшников и будут таким образом контролировать территории, окажутся опять при денежных, властных полномочиях и будут дальше управлять. И смею и их разочаровать, так как это тоже у вас закончится, потому что теперь будет все по-другому. Под контролем Организации Объединенных Наций это все будет происходить. Поэтому, да, конечно, вы сейчас можете что-то попробовать сделать, и вы это делаете, у вас есть успехи, я вижу, но при всем при этом никаких шансов остаться у власти у вас нет. На месте нынешней так называемой федерации появятся настоящие полноценные государства, которые будут строить, созидать в соответствии с цивилизованным миром и с международным правом. Как-то так, друзья. Так. Я стал очень уважать, ценить Украину. По сути, они сражаются с общим злом. Защитники Украины, герои. Да, именно так. Именно так. Аслан Курочкин, Андрей, Тарама Майербек, Инстрим Генихон. Да, я видел, Джар, я видел этот стрим, конечно же. Конечно же, это была ложь, которую говорил Андрей. Не хотел об этом сейчас говорить, потому что не стоит. Это все идет от Ахмеда Закаева, это его окружение. И вы знаете, все мои зрители и мои единомышленники, как я говорил про Руслана Кутаева, которого упоминал вот этот мысли ислама и Ахмед Закаев, и потом он у них появился на канале, я об этом сказал, видимо, это не понравилось, решили ответить и так далее. Конечно же, нагло лжет Андрей, утверждая, что это были какие-то скоординированные действия
с Барт Маршо, который меня критикует, и я критикую, или там с Кронпринцем и так далее, и так далее. Конечно, это все наглая ложь. Другого ожидать и не следовало, потому что, ну, там много лжи. Вот маленький, коротенький, вот этом своем спиче Андрей успел очень много солгать. Он также солгал, что я оказывал там, что я ультиматум, по-моему, было сказано, что я ставил чуть ли не ультиматум, что я не буду, что Ахмеда Закаева в фильме в каком-то не должно быть. Об этом я тоже могу сказать отдельно. Это была одна из последних капель, которые перевешивали. Да, я уже наблюдал разные моменты, видно, что людям нужно. Я, например, вышел за свой народ, отдать жизнь, если для этого нужно. А другие люди не совсем себя так ведут, и у них чуть-чуть другие интересы. Хотя, конечно же, какое-то время, да, мы пересекались там и так далее, пока я не узнал. Так, вот в этом в своем этом спиче он говорит, что ультиматум я оставил, а на самом деле было немножко по-другому. И все записи у меня имеются, все наши телефонные разговоры у меня имеются, которые записывались мной для того, что вот для случая вот таких вещей, которые могут сложиться. Я сказал, что я с Ахмедом Закаевым не буду участвовать. Он там говорит, что я так как-то резко вот сегодня начал говорить, не признаю правительство там и так далее, и так далее. И вы все видели, слышали неоднократно, я это ранее говорил неоднократно. Я это пытался не выносить ссоры из избы и потихонечку не все выкладывать, но я вынужден был некоторые вещи говорить и говорил. И поэтому вы свидетели, что это наглая ложь, что я это сказал вот скоординированно сейчас с кем-то там и так далее. Хотя тот видео, где меня Саша Сотник пригласил, и этот вопрос, мне кажется, Саша Сотник пригласил меня именно из-за этого вопроса. Именно вот этот вопрос мне задать нужно было. Но неважно сейчас об этом. Так вот, в этом видео Андрей делал ролик про становление чеченского государства, и там упоминалось, что развал Советского Союза был незаконен и так далее. А это тот самый нарратив, который был у Евгения Федорова, что развал Советского Союза незаконен, и вот в этом направлении мы должны двигаться к международному сообществу, доказывая, что ведь у Организации Объединенных Наций нету Российской Федерации, там есть СССР. Другого государства там не существует. И поднять этот вопрос для русских, он очень необходим, что вот нету никакого там, нет никакой Российской Федерации, а есть СССР. И вот я отказался участвовать в этом фильме, я сказал, ну там будет речь идти об этом. Хусейн Исханов этому свидетель, этот звонок, по-моему, я не записывал, я говорил с Хусейном, когда Хусейн меня спрашивал на эту тему. Но речь шла о том, что я не буду участвовать не потому, что у меня есть запись этого. Я сегодня буквально прослушал эту запись, где я говорю, что это даже хорошо. Я Андрею говорил, участвуй с Ахмедом Закаевым, делай что хочешь. Андрей, ты свободный человек. И я, это правда, я могу это подтвердить. И надеюсь, Андрей тоже это не будет отрицать. Ты свободный человек, ты можешь общаться с Ахмедом Закаевым и так далее. Денег у меня нет, платить я не могу, я не имею таких возможностей. Вам нужны деньги, да, я вижу, что они нужны. Поэтому занимайтесь своим делом. Но не надо лгать на людей, не надо лгать. Ведь за каждую ложь придется отвечать, за каждую ложь. Все об этих людях. Единственное, что хочу сказать Ахмеду Закаеву на русском языке. Ахмед Закаев, ты и тебе подобные уже столько на меня лжи вылили, начиная от Кадырова, заканчивая тобой и вот твоим окружением. Вы обвиняли меня в связях с ФСБ. Вы потом вынуждены были признать, что я не связан с ФСБ. Вы, я уверен, много что еще делали против меня. Ну, хватит подсылать каких-то там других людей, там, подбивать их.
наберитесь храбрости и скажите сами, что я агент ФСБ, хотя вы потом признали, что я не агент ФСБ. Скажите, что вербовки, об этом почему-то и Андрей не вспомнил, и другие не вспоминают, что вербовки этой не было. Хотя есть запись, Андрей, лично Курочкин, Андрей, я тебе это говорю. Есть запись, где ты говоришь, что тебе позвонил Ахмед Закаев, что тебе каждый день звонил вот этот другой совет старейший, Хачукаев, что он тебе, Ахмед Закаев, сказал, что я обижен на Ахмеда Закаева за то, что вот была такая ситуация, что вот это была вербовка, и Ахмед Закаев сразу же снял с должности и Умара, представителя в Германии, и его заместителя, того самого, который мне предлагал работу. Вот одновременно говоря это, ты говоришь, что это какие-то там выдумки, в комментариях пишешь, что сказки и так далее. Но это же ложь. Я ничего не выдумывал. Ничего я не выдумывал. И та поговорка, я согласен с тобой, Андрей, ты ее подтвердил. Ту поговорку, которую ты сказал на митинге, где собрались крымские татары. Крымско-татарскую поговорку. Не опирайтесь на воду и не верьте русским. Вот ты ее очень хорошо подтвердил. Но на этом все. На этом все. С тобой все закончено. И зря, конечно, все было. Да. Но ничего страшного. Очень даже хорошо. Все мои зрители, слава Богу, все это видели своими глазами, все меня наблюдают, кто смотрит, да, кто забегает, кто-то там краем глаза, уха услышит, скажет, а потом делает какие-то выводы на основе слухов, да, такое бывает. Ну, все, кто меня смотрит, а меня смотрят тысячи людей, еще больше людей мне выражают поддержку, очень много людей, и причем в теме люди меня. И те люди, которые вокруг Ахмеда Закаева меня поддерживают, сейчас в Украине, которые люди меня поддерживают, я их всех поддерживаю, потому что мы единомышленники, мы не продаемся, не покупаемся и не пугаемся. Поэтому вот это самая большая проблема для КГБ и ФСБ, с которой так активно сотрудничает или контачит Ахмед Закаев и его окружение. Вот что я могу сказать. Ну, а меня в связях с явными ФСБшниками никто не заметил. И не заметит никогда. Понимаете? Только если они придут меня убивать. На этом все. Переходим далее к комментариям. Аслан. И Андрея Винога, этого Андрея сделал я. Я их раскрутил, я их начал привлекать, потому что если бы они выступили бы от Ахмеда Закаева, их бы никто не знал бы и никто бы не уважал бы. Так как все, кто связывался с Ахмедом Закаевым, всегда теряли свои репутационные, несли ущерб. Как и я его понес, связавшись с ним, и реально я топил за него, я реально думал, что этот человек чист, искренен на этом пути. Но мне не важно, связан ли он с английскими разведками, с американскими, еще с кем-то. Мне важно то, что вокруг него человек предлагал мне работать, а его первый зам Салтыханов, потом на митинге, этот человек, который предлагал мне работать, он стоит за ним. Его Ахмед Закаев не снял, а снял двух, не самых главных людей в этом деле. Снял в этом. Возможно, даже Умар не имел к этому никакого отношения. Поэтому вот как-то так, как-то так. Если кто-то думает, что мы здесь занимаемся какими-то там любительскими вещами, что мы отступим от своих принципов и так далее, это неправда. Мы не отступим от своих принципов. Мы не отступим никогда от того, чтобы русские спецслужбы оказались в нашем свободном чеченском руководстве, нашей власти. Русских спецслужб там не будет. Пока мы живы, мы будем выявлять каждого, кто работал или работает на русские спецслужбы. Про коррупционную составляющую, которая тоже в огромном количестве,
имеет факты, во время воюющей страны, вот в этой Германии, в демократической Германии, людей расстреливали за коррупцию во время войны, за кражу там и так далее, во время войны имущества, денег и так далее. Так вот, в нашем положении это приравнивается к тягчайшему преступлению. И это тоже никуда не уйдет. Именно за этого меня не любят очень многие люди, которые погрели руку на закрытом акционерном обществе Ичкерия, которое они решили приватизировать. Английские спецслужбы помогать будут, американские будут помогать. Или все спецслужбы мира соберутся и будут вам в этом помогать. Мы от своего мнения не отступим, потому что это наша принципиальная позиция. Мы от своих принципиальных вещей не отступаем. Вот как-то так. У нас есть Чеченская республика Ичкерия, и ни один человек, который работал на Россию, не может оказаться, в моем понимании, в чеченском руководстве государства, так как это стопроцентное предательство и измена. И я буду стоять на этом. Моя позиция проста, вы ее все знаете. Так, Дион. Аслан, не понял, кого ты имеешь в виду. Единственный, кто имеет право представить Ичкерию, это я, не в том, чтобы менять свои убеждения. Иса Медаев, ты можешь, конечно, иметь свои убеждения, но я не считаю, что Ахмед Закаев может представлять меня или мою Ичкерию. Это мое мнение. И дело не во что-либо в другом, а в том, что конкретно мне сказали работать на русские спецслужбы. И этот человек после этого и с Сайдамином Ибрагимовым, и с Милуар, с Алимпаш Салтыхановым вместе на митинге в Страсбурге мило общались, разговаривали, маячили на камере вместе, там сзади стоял этот, разговаривали. И его почему-то Ахмед Закаев не снял. А вот так снять, чтобы для видимости, ну это можно обмануть своих YouTube подписчиков, ну не меня. Так. Все, друзья, я просто не буду говорить про вот этих Курочкиных и остальных. Просто давайте больше. Я просто не буду отвечать на ваши вопросы. Я все сказал, я все свое мнение сказал. Оно не было секретом, не было, что я вот сотнику что-то открыл. У меня этого было так много, поименно, пофамильно и так далее. И сейчас в Украине ведутся вот разные вещи вот этими дельцами, которые бросили свою Чеченскую республику Ичкерия, будучи должностными лицами, и много лет ничего не делали. Абсолютно. Кроме там видимости создавания какой-то деятельности. Именно поэтому я не пришелся по душе, Дион. Ну, что поделаешь. Так, пойдемте дальше. Аслан желает тебе здоровья, удачи, все будет Ичкерия. Да, Алмула. Ичкерия, щек там улана. Прорвемся, Дион. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Слава Украине, смерть оккупантам. Героям слава. Джагар Дуда, анализ не сион. Твой анализ абсолютно верен. Абсолютно. И для того, чтобы вот это все выявить, мне нужно было иметь контакты с этими людьми, начиная от тех, кто предлагал работать мне на русских, заканчивая вот этими. Поэтому
Ну, кто-то должен был пожертвовать собой. Ну что ж делать? Все будет ичкери, щек дамадавлиш, щек дамадавлиш. Цадева, омы почалки, да, преступление, не гой воли тервацкшо, щек дамадавлиш. Да. Ночи полчалк, елущий бог. Вы превращаетесь в тех кадыркиных коллаборантов, башцах или ночи оман. Касла верим, абсолютно точно. Смотрите, некоторые говорят, надо перестать выносить ссор из избы, что вот сейчас Закаев есть, и этого Закаева я популяризировал вообще-то. Его вообще никто на дух не переваривал. И мне очень долго пришлось трудиться для того, чтобы, ну это моя ошибка, да, для того, чтобы чуть-чуть с ним начали его считать каким-то приемлемым. И мое единственное условие, да, я правозащитник, я ни в какую политику не лезу, ну, я в нее лезу, но я не собираюсь не быть в этой политике. Я лезу так, как мне нужно защитить права моего народа. Мне абсолютно другое не интересно. Права моего народа, я обращаюсь ко всем, не только именно потому, что по-русски говорю. Права моего народа, они касаются только той части, где мы, политики, той части, где наша страна оккупирована. Как только моя страна войдет в международные институты, я вообще про эту политику говорить не буду. Я буду защищать отдельных людей. Именно про чеченцев я говорю, об этом я тоже много говорил, хотя абсолютно для меня не имеет значения, какой человек национальности, какого он вероисповедания. Если мусульманин, чеченец, мой родной брат совершит преступление, или мой отец против определенного человека, то я буду выступать в защиту человека, у которого эти права ущемлены, вне зависимости, кто он и кто ущемил его права. Поэтому для меня это не имеет значения абсолютно. Мое единственное принципиальное требование, чтобы не было никакой связи с пророссийскими чеченцами, которых нам усиленно навязывают. Также навязывали и Аслану Масхадову, куда включили Руслана Кутаева и там других товарищей и так далее. Так вот, чем это все закончилось, мы знаем. Мы знаем, что вокруг Аслана Масхадова собралась агентура, потому что в правительство он сам лично взял Руслана Кутаева, так как ему советовали там международные там разные участники, там, чтобы не пролилась кровь, чтобы не убивали там, и так далее, и так далее. Я полностью поддерживаю то, чтобы не проливалась кровь без суда и следствия. Все должно происходить только лишь в соответствии с решением суда. Только лишь и никак иначе. Но брать этих людей, это называется люстрация или декриминализация, это называется, всей структуры, которая была. Нам нужны молодые чеченцы, молодые парни и девушки, которые и в Чечне живут, да, решать будет то население, тот народ, который живет в самой Чеченской Республике. Конечно же, в первую очередь они будут решать. И во вторую очередь те, которые здесь в Европе живут. Молодые чеченцы. И я взял на себя вот эту неблагодарную ответственную работу для того, чтобы остаться тем маяком, который никак не связан с русскими. Я не умею вести стримы, я много не умею чего делать, но я умею различать правду и ложь, и фальшь. Даже если это я не сразу делаю, особенно если делаю так, чтобы я ее не распознал, то в конце концов все-таки я могу распознать эту ложь. И вот я предлагаю остаться нам такими маяками, такими островками, свободными от влияния фашистской России и ее агентуры. И мы создадим такое общество, не государство, не политику, а такое общество, где у нас будут
люди никак не связаны с Россией. Вообще с российскими спецслужбами. Да? Вот к этому мы должны идти. Это мое единственное условие для того, чтобы я с кем-то коммуницировал. Вы просто не должны быть связаны с русскими спецслужбами, с Россией. Все, если у вас в вашей истории этого нет, вы не работали на российские спецслужбы, сейчас не работаете на эти разные службы и государства, то у меня нет никаких проблем. Любая ваша религия или отсутствие онной, любое ваши политические взгляды, в соответствии, мы говорим о Конституции Чеченской Республики Ичкерия и конституционном строе, правовом, демократическом и так далее, где религия отделена от государства, вот у меня нет ни с кем никаких проблем с этими людьми. Вот и все. И я буду держаться вот этой линии. И она, я считаю, она до сих пор себя оправдывала. Именно из-за тех наездов, которые на меня постоянно происходят. Да, Алмула. А то, что там красиво говорят люди там, как умеют люди красиво говорить, это просто не передать словами. Как же люди умеют красиво говорить и врать. Так, возвращаемся к вашим комментариям. Канал Аслан чуть ли не единственный, который заблокирован РФ. Ты о чем? Это о чем-то говорит. Да, мой канал заблокирован антитеррора и Freedom, антитеррор Чирии и чеченский след Рязанский Сахар. Аслан, держись, мы верим тебе. Ца проблема, Фрея. Только самое интересное, они просто даже не знают, в какую кашу они улезли. Все, кто в это влезает. Просто они даже, вот я рассказываю, объясняю, ну должны же люди дойти до людей, какие события нас ждут. Так вот, события ждут такие грандиозные, что эти люди, которые сейчас пытаются как-то показать себя какими-то там защитниками чеченского народа, эти люди просто потеряются. Просто. Их просто не будет. Так. Когда же, наконец, закончатся нападки? Кундальбак Баки. Нападков не будет, если Закаев своих людей оставит, чтобы они на меня не делали нападки. Я должен отвечать, я должен говорить, когда на меня явно возводят ложь. Явно возводят ложь. Те самые люди, которых я ввел в чеченское общество, которого я представил, и своим добрым именем, извините за нескромность, ввел этих людей и вызвал доверие у многих чеченцев. А красиво говорить много умеют кто. Главное не то, что красиво, а что сзади за этим. Асан, ты не будешь больше в чат-рулетку заходить? Антиватник, это очень много времени забирает. Конечно же, надо бы туда заходить и иногда прикалываться. Асан, это тоже опыт, который учит тебя. И я им изначально не доверяла, говорит Фрейроки. Да, это опыт очень, ну, не сказать, что особенный какой-то опыт. Ну, есть. Аслан Лорс, Далси Дуэла. Allah da ba otulul amin ya amin şaka amin. Я перемотал. Ассаламу алейкум, друзья. Ва алейкум ассалам, Рональд Рейган. Мы должны развивать вооружение, а также поставить систему железный купол. Да. Так, за оскорбление одного отправляем в бан. Будь осторожнее, Аслан. Да, Рональд Рейган. Буду, да, Алмула.
Тут мне пишут, что некий агент российских спецслужб, некий Тумсу Абдурахманов, там какую-то там свою партию там и так далее. Никакой партии. Это просто смешно, что мы обсуждаем. Это агент российских спецслужб. Где правительство Чеченской Республики Ичкерия? Где все остальные люди, которые должны представлять Чеченскую Республику, что сидят какие-то два человека, какие-то замы какого-то Сараляпова, которого никто никогда уже не видит, не появляется этот Сараляпов нигде, и говорят какую-то партию зарегистрировали. Но эта партия, никакой сути, ничего нет. Это просто ГБшный проект. Это человек абсолютно бессовестный русский работник. И нет, вот я о чем говорю. Если я сейчас отступлю от того, что я сейчас на принципиальных позициях стою, вот мы потеряемся просто, понимаете? Шутем лоду и шикбош у нас. Шудушон первый пострадать индеш. Валлахи иду, шуди идушон террорист. Украина инст уамбешбе, шугади идушон. Халат уамбинаш, ну и шукицэ ичкирич, дари. Да, шеца мазбек, цауя ищёлч иштхиру, шушевига задвинут витхирушон. Шухер душон, шевол нагляч бина шухер душон, на бейт на шухер душон, чиршер шухер душон, ичкери цейт на шухер душон, раска чубали на шухер душон, одинята мелдек динаш, шухер душон, первый темлой, будет шикбош у нас, шунхер душоне. Первый шудушонеш, а потом вайдин хам, он даль шудувай нохчи хам. Кибеш бац, остальные аферюги. Аферюги. Даггар дейр шиду аши сададал эрвалек, и ونقصك. Цунахтиш со. خبرش دوش وين دوق جنا خبر يح قصة ستيش دوق كانوا خبر يح ستيش شوي وجه تاك أصلا الله رويلا مسود ولا ده الله так. Выяснять отношения между собой столь важное для чеченского народа время, вместо того, чтобы объединиться. На чем, Антон Павлович? С русской агентурой объединяться я не буду. Неужели тут есть взрослые, которые верят в то, что уже не вернуть? Нету Ичкерии на карте мира, нигде нету, только мечта. Да, Раха, именно так вы, русские террористы, именно и утверждаете. И именно так действует ваша агентура, которая здесь пытается представляться, и в том числе в виде ичкерийцев. Асан, по твоему мнению, какими законами КС УГК мы должны руководствоваться, если учесть кальку, примененную в законах Чирии? Ведь советские законы были далеко не совершенны. Мы должны доработать эту огромная работа, которую мы должны сделать, и мы ее сделаем абсолютно. В этом нисколько не сомневаюсь. Так, самое интересное, это то, что Мак говорит, это любая конституция, это неверие, куфр. Какое оно лицемерие. Да, кстати, вот все вы обратите внимание, вам много далеко ходить не надо. Не надо верить тому, все, что я тут говорю. Просто сами задумайтесь. Все эти люди, Кронпринц, Бартмаршо, все, которые есть, они вчера ратовали только за шариат. Никакого государства, никакой Ичкерии. Так вот, либо они лгут нам, что они сейчас за Ичкерию демократическую, либо они лгут западникам, да, на Западу, и говорят, что они там сейчас за Ичкерию. То в итоге что получится? Они приходят к власти и потом начинают строить исламское государство, которое они построили в Сирии, там, в Афганистане и так далее. Почему туда не уехать и там не пожить? Но нет, они строят у нас это государство. И теперь они легко переобуваются. Это мина, заложенная под мина замедленного действия, заложена под нашу государственность. Ни в коем случае. Единственное, я долго думал над этим, как нам избавиться от всего. Четко мы должны отстраниться от всех, кто связан с российскими спецслужбами. Если мы такие появимся, мы есть, мы же видим, что мы есть, и нас большинство на самом деле,
больше, самое большое, подавляющее большинство с нами будут считаться. И здесь на Западе будут, и внутри Чеченской Республики Ичкерия будут. Но мы должны вот, принципиально идти к этому. Не продаваться и не предавать. То есть не связываться никак с русскими спецслужбами. Так. Аслан, брат, салам. Прошлый стрим закончился, я не успел ответить. Даргинцы называют коренных Кавказа Эрикам, что означает свободная, благородная нация. Кавказного нет. Станет арийским. Кавказ снова станет арийским. Интересно. Салам, салам, Нариман. Так. Подставить бирбу конкретно. Бирбу подставить Лилия Шумшдуаш. Хаусиш, я пару минут на чеченском скажу здесь. Сирия, Ирак, Украина, Афганистан. О, дуния давает, он цабеш, вайт, ацадуаш, метк бац. Инц Украина даваш дуай. Вай тхаму Украини, вай Сирии, вай Афганистане, вай пачал квалца алла. Вай президент Масхадов стали, вай президент Дудаев стали. Иш вай президент. Док умара вай, тяхар хило президент. Шин Имарат Кавказ Сухаилен президентство Цушает Дитталц. Я хуар дуайн, цуна иза астир дуайн, иза цаши куёш астир ду. Вега ас отдельно видео ири по этому поводу. Украине дан Украинят эмш бина то героиш хила ал цигар цабогон беша. Үше нохчи героиш хирбат, үш украинский героиш хирбу. Сирият он бинаш Сири героиш хирбу. Афганистане бинаш Афганистане героиш хирбу. Вая ца нохчик анта цаулит хаус дизой. Ца муан. Да специалист без информационно поддержки из Украины. Ахчанс далучу ахчанс вода диз тулам бахт. Шадик да дизой. Но тана вая хейдоль нахвай даца вай молодежь цутами дамакайк. Изю йок емартлу ящик. Из ящу и курочки на рюхи баха цар эра бах и камилш деш вай батальон школ шухар деш. Ха. Цадава ищат стамти. Води. Тана куз сосан уахи энхердиче из риск юшун. Ишт уйра ушун газ ватхир душун дал мула. Но алсам пайт хирбу. Вот альцер туам башварт набу. Специалист жуа. Туам баху шуэг гуа. Опыт ега гуа. Мэз датас и асцаберча. Датейса бу тош бу. Тосар бош бу. С 14 года. Тош бохш нах буцига. Цаши куюч. Цундела отдельно что видео ириос кунах. Кайкам бухса. Туам бинир Украине кичан. Ши нохчи чуа бинагу герой. Сагерой. Нохчи ком герой иу. Ши чур нах шавега цигда улш. Темш беш делер. Мюч туам бош Сири даба наши. Вайсан куз Европе хабах наши. Иш бац героиш. Иш бац героиш. До конца ши дада диштек ши подчинение уж давно иу герой. Все, поехали дальше. Поехали дальше, да. Какая разница? Более здесь они врут всегда, врут имбаду. Они даже наш государственный герб не признавали, не халяльный он был для них. Я уже не говорю про нашу демократическую институт свободных людей. Да, Джагар, я помню это все. Я когда поздравлял украинцев, евреев с какими-нибудь праздниками, их христианскими, иудейскими, у себя в Фейсбуке, на меня налетали просто, как будто я не знаю, я убил кого-то, налетали, ты что, поздравляешь? Я говорю, они меня тоже с Рамаданом поздравляют, с религиозными праздниками меня поздравляют. Как так?
Я же тоже могу их поздравить. Нет, ты что? Это, я говорю, чистый фашизм, друзья. Извините, но я так не воспитан. Я воспитан в нормальных человеческих условиях родителями, обществом, в котором я вырос. А что-то кто-то мне заложил, что я не могу поздравить там с Рождеством украинца или русского, или иудея с их праздником. Это бред просто собачий. А теперь они все, вот сидит кронпринц, мы демократы. Мне теперь что? Теперь я должен ИГИЛ уйти, если эти игиловцы стали демократами. Теперь мне что делать? Меня выводили из религии день по 3 раза. Ты все не мусульманин, ты враг, у тебя бороды нет, ты это. А теперь они все стали демократами. Вот и смотрите, какие они. Вот и смотрите. Они себя этим уничтожили просто. Никакого будущего у них нет. Даже если отдельные лица в Украине их там принимают, поддерживают и так далее, все равно даже весь мир, если их поддержит, в чеченском обществе такие люди не будут приняты. Чеченское общество чувствует, знает фальшь. И мы будем ее, где они не могут разгадать, мы будем фактами доносить до чеченского общества. Что бы нам это ни стоило. И ничего они не смогут сделать. Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Дал мула. Дал мула. Ашун эш бетня. Войночек ам лидере. Сануманте ашун эш бутте. Соцеря на ту омега духшун. Буаттай беттен карбиня кидельши аз буаттай бошун. Аслан агент Ичкерии, да, так можно про меня сказать, Бацадиза. Брат Юсупа, Дока Умаров, если остался бы жив, то его надо было бы наказать за измену Родины. Ну, во-первых, измена Родины — это не то, что ты говоришь. Сложить в себя полномочия или там сделать какой-то ход, это может даже быть ошибкой. Но это даже может совершить преступление президент. Это человек, тем более с такими полномочиями человек может совершить даже преступление. Но это не было бы изменой Родине, не квалифицировалось бы как измена Родины. Дока Умаров не совершил даже преступления. Он просто создал свою организацию, так как понял, что вот эти все товарищи здесь, в Европе, никакой пользы ему не оказывают. Никакой поддержки ему нет. И никаких финансов не поступает. Эти финансы здесь разворовывались. У меня есть свидетельство этому, что разворовывались все деньги, которые выделялись для поддержки. В мечетях собирались, где только их не собирали. Вот эти все деньги разворовывались. Ни одной копейки, ни одного цента не доходило. Понимаете? Знаете, как называют этих людей, которые сидели на этих финансовых потоках и дербанили эти деньги? Наши партизаны, наши настоящие маджахеды, наши воины. Они их называют те, кто ели наши руки. Не наши, они говорят, эмлоши, кукш ди наш будешь. Ели воинов, руки и ноги воинов. Потому что, чтобы заплатить $100, переехать через блокпост, взятку русскому террористу, с раненым в машине, который лежит где-то в квартире, и его нужно срочно вывести и лечить. Не было этих $100. И вживую, да, без медицинских условий, отрезали руки, отрезали ноги, и многие погибали. И шайдек дитан бохшвей, гасу нисцахит сони. Украина шорт-твойк энтибу, цадок уэлил шнаду тхо, цакитан был шнаду тхо. Ночью омца был шнаду тхо. Но вайхинц уступкой принципиальной позиции. Вайнух иргас кимаз вайдатса бохки. Валлахи вайн хиллак юхир мадушун. Вайн ичкери шинтамюк ахиллол. Хан уже дайволу шишун. Цу Украине ацалилин дега ицвайн гура душун.
Цултя, вейн, Москва, оборона бош, вейн уже хак цигау хижду. Вейн нохчи чуа, вейн игили решун, вейн цырхтуй сердушун. Ас и цебе игар мабалаш, 2022 года, 4 ноября. Ас и цебе игар мабалаш. Ну и хирдац, по крайней мере, содина улшам хирдац. Так. Брат Исупа Тимирханова, если ты будешь продолжать возводить ложь на Докка Умарова, я вынужден буду тебя заблокировать. Докка Умаров не был предателем чеченского народа и государства. Это один из немногих, который такие муки в этой жизни перенес. Потерял столько своих родных и близких, что его обвинять в этом точно не позволено на моем канале. Я не согласен с этим решением, которое он принял в 2007 году. Я не согласен. Но он его принял не так, что вот взбрело ему в голову. Там была куча, масса обстоятельств, которые его к этому подталкивали. И если бы он находился в мирном государстве, в котором у него все было, он бы не изменил бы вот этот конституционный строй, или не самоотстранился бы от управления Ичкерии, которой здесь на Западе никто не помогал. Да, люди работали, собирали деньги, готовы были. А вот руководство, лидеры и агентура, которая была внедрена, они занимались разворовыванием, хищением денег. Я могу вам привести свидетеля, у меня есть подзапись разговора под это сделаны. Как разграбливали те деньги, которые здесь набирались. Я могу вам свидетеля, живого человека, когда настанет время. Он в данный момент уверен смотрит нас. И он не один такой. Аркигда Дуэльчума, Ишчкигер Долшум Шмадуй. Когда вы узнаете фамилии всех предателей, которые переходили, вы будете в шоке просто. Вы будете сами удивлены, какие люди переходили и являлись и являются работниками российских спецслужб. Ахадицаря Кадырова Руля Бол Маду брови, на первый взгляд может показаться, что это так. Ну, я тебе скажу, конечно же, Кадыровара Ишбешбу. Ишбеш. Так, если наша армия соберется в Украине и после победы мы можем поехать на Россию. Вольган. Да, считаешь, друга может оказаться говнюком. Асамбек Тутай, супер. Так, мы могли и судить президента. Мы могли и судили Аслана Масхада. Сейчас говорят, президента вызвали. А кто такой президент? Да, Аслан Масхадов герой. Но он герой из-за того, что сражался против русских оккупантов за свои земли. И до конца прошел этот путь. Вот в этом герой. А как президент, это должностное лицо. Да, у него есть иммунитет на время президентства. Но со своими соратниками выйти в какое-то там разбирательство, это был не суд, а разбирательство было. Спокойно вышел и говорил, а почему бы нет? Нету такого, друзья, мы должны понять, мы не строим общество, которое построил Путин с Патрушевым у нас в Чечне, где какой-то там сидит наместник и он всем управляет. И сейчас вот эти товарищи хотят забрать все то, что он наворовал себе, и уйти от ответственности за те преступления, которые они совершали. Так вот, у нас будет не так, друзья. У нас будет парламент, избирающийся на 5 лет. У нас будет президент, который избирается на 5 лет. И мы можем спросить с любого, да, в рамках закона,
воспитанно, как и полагается, уважительно у чеченцев. У нас ко всем так уважительно мы относимся. Вот как-то так, Дион. Мы должны будем дальше продолжать нашу деятельность, но президентством и депутатством мы не будем возносить никого. И самое главное, знаете, все рвутся к министерским креслам, там, депутатским креслам, чтобы грабить и обворовывать. Продолжать тоже. Для этого нужна власть в России, в Советском Союзе. Только так это представлялось. Но когда мы строим свое государство, человек, который ворует, коррупционер, ну это самое страшное преступление в мирное время, которое может совершить чиновник. Самое страшное преступление – это вот это измен можно приравнивать. Вот это и не измена, но можно приравнивать в зависимости от должности к измене Родины. И этот вопрос мы должны будем поднимать, он должен быть самым главным. Все должны говорить о коррупции, тот в борьбе с этой коррупцией. И тот, кто не говорит и не собирается вести борьбу с этой коррупцией, хотя они говорить тоже сейчас начнут об этом, мы должны понимать, что этот человек собирается прийти к власти, чтобы грабить наших бабушек и наших детей и инвалидов, которым полагаются социальные какие-то гарантии. Так. Чеченцам нужен не лидер в лидеры, и нужно они из-за интеллигентных, цивилизованных людей, не запачкан ФСБшными флиштами. Да? Так, поехали дальше. Ну, давайте посмотрим, что нам пишут в ТикТоке. Так. Социально-державец, рядовой гражданину, правозащитнику, независимый правозащитник. Да ты прям ангел, спущенный с небес, Босик Султас. Конечно, это сарказм у него, и я не ангел. Так. Арслан, мы воюем на всех фронтах, кто как может. Правильно, а по-другому мы и не можем, да. Вынуждены, да. Асан, вот так мы и живем, делаем всем скидки, да. А как ты будешь строить государство? Я не буду строить государство. Государство будет строить чеченский народ, чеченское. Его Величество, господин народ будет строить государство. А скидки мы должны делать, мы должны объявлять амнистию, мы должны быть гуманными. Я за то, чтобы мы отменили смертную казнь и заменили ее на бессрочным лишением свободы человека за особо тяжкие преступления. Я за многое, да, я за права, равные права мужчин и женщин. Я много могу что говорить и чему я хотел бы видеть как бы я хотел бы видеть свое государство. Я за тотальное образование со школьных скамей просто, со школьной парты просто, чтобы началось. Я за то, чтобы у нас построились не мечети по 150 штук там на один населенный пункт, а чтобы у нас школы строились, чтобы к нам приезжали школы, не университеты даже. Университеты мы можем их отправлять, это уже взрослые люди. Мы должны начать со школ, мы должны строить школы, чтобы по интернету могли нам преподавать английский язык, немецкий язык, математику и многие-многие предметы, находить лучших учителей, и чтобы это было супер просто приятно ребенку идти в эту школу, чтобы он просто мечтал побыстрее пойти в эту школу и получать там знания, чтобы это было его вторым домом. Это моя мечта просто, которую я буду реализовывать. Но для этого всего нам нужно принципиально
принципиальнейшим образом держаться за то, чтобы у нас не было агентуры, русской агентуры. И кто такое говорит, тот их главный враг, главнейший враг. Если нельзя воровать, и если нет там русской агентуры, то это настоящее независимое государство, которое будет процветать. Но если там будет агентура, они все совершали преступления. Ведь почему мы против них? Потому что нас убивали, нами совершался геноцид. Понимаете? Убивали детей маленьких, из коляски брали детей и били об стену и разбивали. Понимаете? За то, что ты воюешь против России. Убивали родственников, жен, детей, стариков. Мы же это все знаем. И все, кто принимал участие в этом, те заслуживают наказания. Да, будет определенная амнистия для определенных лиц. Я за гуманизм, опять еще раз говорю. Но при всем при этом мы должны четко дать, да, мы амнистируем его, но в документах мы запишем, что он был на стороне русских. Да, его больше не будут преследовать, но он не может занимать никакую должность государственную. Он может заниматься бизнесом и так далее. И на это нужен контроль. Для этого нужны честные, чистые люди, которые не нуждают, не будут воровать деньги, а самые честные и бессеребренники из всех, кого я в своей жизни встречал, это чеченцы. Вот из всех, которые не продаются, это определенная прослойка, не все чеченцы, конечно же, но которая есть эта прослойка, это самые верные слову, самые непродажные люди, это чеченцы. Я это со всей ответственностью заявляю. И говорю я о чеченцах, так как для меня нет никакой разницы, чеченец, не чеченец, в защите прав человека, только лишь потому, что чеченский народ самый ущемленный во всем мире. Я это много раз говорил. И продолжаю говорить, и буду говорить, пока чеченский народ не получит свое государство и с ним все свои права. Вот и все. Так, давайте дальше. Мне жаль, что у нас ночью нет доверия ни к одному блогу. Или я говорю о себе. Я тут, потому что уважаю Аслана, но не могу до конца довериться ему и никому. Ва ночи маш лойшвайн. Машу лойшвайн. Квардина сирена. Ты правильно делаешь. Не доверяй никому. Вот я тебе могу посоветовать только так. И мне не верь. Никому не верь. Время все расставит точки над «и». Поверьте. Все будет видно. 4 года назад, я вот вчера, по-моему, закидывал текст, как австрийские власти хотели нас массово депортировать. Вы видели, наверное, этот текст? Я его в 2018 году писал. 4 года назад. Мы выходили на митинги против депортации, мы выходили про антироссийские митинги, против убийства Зелимхана Хангашвили, после убийства Зелимхана Хангашвили, и так далее, и так далее, и так далее. Какое было положение? Теперь весь мир начинает признавать на законодательном уровне фашистскую Россию террористической страной и спонсорами терроризма. Вчера были мы такими. Поэтому все меняется, все поменяется. Цаши куячун. И явится истина, и сгинет ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Это слова из Корана. В это я верю. И именно надеясь на эти слова, веря в принципы международного права, веря в то, что, понимая, что Россия собирается в военном смысле противостоять против фашистской России, я об этом открыто прямо сказал. И буду на этом стоять до конца. Да, мула. Так,
أصلا антiterror وصل دين معي دي ال ديزر وقوما يقي خير يقش وإز والله بغق и отдаете ФСБ и тиш аллакастек. Хиру Йохш, вообще мнение Бог. Я не согласен с этим мнением, но это его мнение. И мы должны уважать, если мы собираемся жить в нормальном, цивилизованном государстве. Мы должны уважать людей, у которых есть такое мнение. Антитеррор что-то делает, в отличие от многих. И я уверен, антитеррор, по крайней мере, мое мнение, что он не работает ни на какую разведку. Ну, это уже говорит о том, что я могу иметь с этим человеком дело. Он креативный. Да, мне тоже не нравятся его взгляды на эту тему. И я узнал их только после того, как он уже открыл этот канал и начал такие вещи говорить. До этого я не знал его, эти все тараканы в голове. Ну, у него такое мнение. И все. Войнюк и хирюлаг, кто нас разделяет? Нас разделяет тот, кто работает на российские спецслужбы. Вот кто нас разделяет. В первую очередь. Так. Ждать ли нам в ближайшие дни партия Союз адвокатов? Ну, если от меня, то нет. Не ждать. У меня много знакомых наших чеченцев, которые верят в Аллаха, есть агностики, атеисты и прочие. Что с этого? Я здесь не вижу никаких проблем. Да? Брат Юсупа Тимирханова это говорит. Так, я уже ожидаю анонсирования президентских выборов. Там не особо церемонится со скромностью. Так, я знаю, что лучше тебя, Аслан, парня нет во всей Европе. Честнее тебя, порядочнее тебя нет. Я тебя чувствую, как самого себя. Просто тут один товарищ упрекал Закаева какой-то актрисой. Ну, это, я не знаю, я видел. Ну и что? Я, знаете, ну ладно, не будем. Святые где вот эти, которые по воде ходят? Я что-то их не вижу, защищающих. Защищающих. И я, не надо честнее меня считать. Я вот в этом деле, вот я включаю камеру и выступаю перед своим народом, я говорю правду. Я не святой, у меня много-много минусов, много-много грешков и прегрешений. Ну, все мы люди, все происходит. Ну, вот этого лицемерия, вот этого измены, предательства, убийства, там, продажа людей в обмен на какие-то дивиденды. Этого за мной не было и не будет. Да, Бог миловал, Бог уберег меня от этого. Так. Так. Да, Фрей, за то, что отбивались, нас выселяли, преследовали. Так, друзья, я перемотал. Чили я до сих пор не получил позитив. Плохо, если не получил. Сейчас, особенно если это Германия связано, здесь много украинцев, и нас тоже снова задвигают. То корона, то одно, то третье. Так, друзья.
А как думаешь, будет ядерный удар по Украине? Я уже много раз отвечал, если Путину позволит, то будет. Но ему не позволяют этого сделать. Так. Кадыров тебя уже ищет, говорит, железный капут. Неужели у вас русского мужика нет, за чью морду могли бы спрятаться, чем за толстую морду Рамзана запугивать меня, угрожать мне, а? Мы слышали одну сторону, хотим услышать от вас. Что именно, да, о вас, что слышать от меня, какую сторону, о чем? Аса, как бы так, это Азор не понимает, что ли, что у него в кругах масса кротов. Не понимает он, мне кажется. Да, без разницы, это, по-моему, такой же, да? Скажи мне, кто твой друг, где он? Российский курятник развалится. Они от бедности скажут, что не надо кормить Кавказ, хотя никогда не кормили, а платили коллаборантам. Да? Да, да. Хватит кормить Москву. Не будет Украины с 2025 года, говорит Раха. Раха, а почему ее не стало 27 февраля? Ведь 24 вы напали, 3 дня вы должны были... Почему до 25? Что случилось? Что произошло, что вы отложили так на 3 годика? А? В чем причина? Асан, до начала русско-чеченской войны в мире не было слышен клич Аллаху Акбар. Подобно этому сегодняшние шариачки не признавали ЧРИ и наш флаг. Сегодня кричат Ичкерия, Ичкерия. Ну почему же не было в мире слышно Аллаху Акбар? В Афганистане это очень было слышно, и в других, где мусульмане воюют. Сегодня, когда ты смотришь, как воюют украинцы, и даже русские, если вы видели, лежит там русский, там летает дрон, он крестится. Ведь он Богу молится. На войне, как известно, атеистов не бывает. Поэтому говорили всегда, Аллаху Акбар, это слава Богу, Аллах велик, точнее, хвала Аллаху. Тут как-то есть, как-то так, да. Так, да, сегодня те шариатчики, которые вчера выводили нас из ислама, пренебрежительно, так высокомерно говорили, да, это же демократ, это же, ну и по-другому, дерьмократ говорили, писали там и так далее. Теперь стали демократами. Боже мой, куда деваться, да? Портман, я не понимаю, о чем ты говоришь. Партию создавать. Смотрите, партия, она не имеет никакого такого важного значения. Имеется смысл, который вы вкладываете. Зарегистрировать организацию вы можете сделать. Это можно сделать в любом. Культурный центр вы можете зарегистрировать. Правозащитную организацию можете зарегистрировать. Вы что угодно можете сделать в этом плане. Никаких проблем. Дело в том, что вам нужна идея. Этой идеи нет. Есть идея строительства халифата. Просто этот халифат, остальные 1,5 миллиарда мусульман не знают, что вы хотите построить халифат. Вообще они даже не собираются его с вами строить. Это кто-то там хочет его построить. Вот как-то так. Другая идея есть. Та, которую нам предложил Джохар Дудаев и его соратники. Это правовое, светское, демократическое государство, которое они основали, за которое мы сражались. Я альтернативы этому не вижу. Ну, кроме оккупации и вот той русской модели государства, которую нам сейчас установили. Вот и все. Другой альтернативы нет, кроме русская модель, арабская модель или тоже русско-арабская, но она не только русская, нужно понимать. Ну или же то, что нам предложил Джохар Дудаев. Вот в этом направлении строить государство. Вот только так, я вижу только один выход. Все остальное мы уже видели своими глазами, убедились. Никто не может отрицать, что мы не видели всего этого.
Понимаете? Да, так. Ночи дальнобой, непобежденный Афганистан. Знаешь, я очень хорошо отношусь к Афганистану, я отношусь очень хорошо к пуштунам, другим народам, проживающим в Афганистане, афганскому народу. Реально, я считаю, это бедные люди, которые очень много перенесли испытаний. И та война, которая была развязана бандой Путина, Патрушева, взорвав в Америке, в Нью-Йорке небоскребы в 2001 году и развязанная против афганского народа этой провокации, я считаю, что, конечно же, это бедный народ. Но я не считаю, что они не были побеждены. 20 лет и еще 20 лет, если бы американцы заходили, они бы так и остались бы. Просто, знаешь, как в этом анекдоте, неуловимый Джо. Вот русские сказали, что вот он вам уловимый, очень вам нужен этот Джо. И вот американцы туда полезли. Может, какие-то свои интересы были, может, еще что-то там было. Это все не разберешься. Но факт остается фактом. Американцы за 3 года до того, как уйти оттуда, уже не несли потерь. Против них никто не воевал. Они уже договорились с талибами, у них была договоренность. Они оставили оружие талибам. И кто-то там, я слушал стрим у антитеррора, там кто-то сказал, что вот эти цеплялись за самолет, это был страх. Не было это страхом. Они хотели бы, чтобы их так боялись и так далее. Вы же видите, что никого талибы массово казнить, убивать не стали. Вы же это видите. Такие же гарантии были даны и так. Просто американцам нужно было оставить это оружие, которое ввести, которое оно уже не свежее, да, 20 лет оно, Америка там находилась. Какие-то договоренности, уверен, были, нет никаких доказательств у меня, ну без них никак. Оставили оружие, они же могли сжечь его в конце концов. Но была какая-то договоренность. И я думаю, что вот американцы никогда в сторону афганцы, талибы, в сторону американцев больше не бросят даже камень. Вот в этом я уверен. А победимые они, непобедимая Америка, непобедимое чеченское государство. Вот как-то так дело. Слава великим воинам Украины, Евгений Исполнительный, героям слава. Халифат хочет строить, по-моему, Путин с ФСБ. Именно так, Нариман, именно так. Ты абсолютно, ты берешь сердца чеченцев своим четким и ясным умом. Тебя слушает и млад, и стар. Дуже дякую, как говорят наши украинские друзья. Валлай, дага, лиш махитсон, хокейгума, дается на дураках данач гулдеш, ватьё. Джонни гене онтон. Джонни милоре. Джонни. Да, неуловимо Джо Уица. Бедные там дали жару американцам. Да, вьетнамцы дали жару американцам. И афганцы дали в силу своих возможностей. У вьетнамцев возможностей чуть-чуть было больше. Мы знаем, условия воевать было не очень легко. Условия джунглей. Да, могу сказать, вьетнамцы хорошо защищались, хорошо дрались за свою бредовую коммунистическую идею, которую в конце концов они куда-то она делась. Чего-то мы не видим красных вьетнамцев больше. Так, леди. Цаума дачун, хаярзан, духя, сирена.
Цанна гуман вайкорда диеш датшун, цанна гумна догдуа диеш датшун. Наоборот, получайте удовольствие и наслаждайтесь процессом, который вы наблюдаете. Вай дюхар задача, вай дай цадай итаришун. Тами вай дах цади заришун. Тами вай лердалер душун. Мюжги вай нюхи цава итар, мюжги маэсца битар. Идуй, валлахи вай ночи ам мершма душун. Валлахи вай тулам вай гамма бушун. Цааши куюч. Валлахи бамаду. Успокаивать деш мацабу. Вай хал мадаршикар, ше дега оргар кига деш. Вадил сайнц эту бац. Ше дег сайнц цаху дейла бац. Дить еще чумшдол дейла до. Мел диг душайн хич дац. Шут чек да дойр дац. Шун хагуш бол на буинц хагуш бол нах. В том числе со гурвач шунки. Он ачер дадирзан шул да. Кисо публично хирвац. Да, мула. Цундейла все отлично. Все супер просто. Все так, как даже нельзя было предположить буквально несколько лет назад. Так. Как вы относитесь к Казахстану? Очень-очень хорошо я отношусь к Казахстану. Казахскому народу, и казахстанцам и казахам. Грозном был Джонни. Бог и Духа Кавказ. Так, друзья, мы уже полтора часа мы уже перескочили время, а у меня еще дела. Нет, друзья, у вас так. Так. В демократических странах также присутствует и коррупция, взяточничество и другие изъяны. Особенно ярко в демократии представлены двойные стандарты. С некоторых пор я разочаровался в ней. В демократических странах, строй демократический, это не рай на земле. Конечно же, здесь есть много проблем, но мы сами решаем. Для этого нам нужно поднять уровень образования нас. И разочаровываться в демократии, как ты говоришь, Череи, это говорит о том, что ты разочаровался в действиях людей, которые голосуют. Демократос, народная власть, народ. Но когда люди приходят, захватывают власть в демократическом государстве, некоторых, они пытаются оболванить население и управлять им, обманывать. Для этого должны быть спецслужбы у нас, и состоящие из наших чеченских патриотов, которые не продаются, не покупаются и очень четко образованы в этом направлении. Создаются, смотрите, есть глубинное государство, это наши спецслужбы, это наша армия, это наша полиция и так далее. И оно все будет у нас обязательно. Депутаты, президенты, которые выбираются, эти люди будут на время грамотно, хорошо, полезно для нас, продуктивно для нас управлять нашим государством, представлять нас на международном уровне. И все. Ца гумадачун. Харшайвел шун мелгушвол сагар хабарш мелдуич. Это некоторые из них еще больше просто себя закапывают. И вы все увидите. До сих пор ведь угадывал я, да, немножко, что будет происходить. Так вот, я говорю вам, что Москва будет осаждена или уничтожена. Чеченская республика выберет себе независимого, честного, порядочного себе президента, который будет заботиться, и парламент такой же выберет, который будет заботиться о своем народе. Но если мы не избавимся, если мы не введем люстрацию и не избавимся от агентуры, то агентура, а нам предлагают, как мы видим, Ингулбаевых, там, Запад их там финансирует, там как-то через свои там фонды, монды, как-то они, новая газета там пытается что-то делать. Получится так, что у нас не будет ресурса, у нас не будет знаний, как вести там разную вот эту политическую деятельность. И в итоге нашу власть захватят тузики,
шмузики, бортмаршо, кронпринцы и другие третьи, десятые закаевцы, которые считают, что вот они должны вот нас представлять. И мы не будем довольны тем государством, которое у нас построено, которое, как мы не были довольны тем государством, которое у нас появилось после Первой русско-чеченской войны. И оно у нас было таким, да, потому что среди нас была агентура, которую мы впустили в том числе и в правительство нашей страны. И они чувствовали себя вольготно. Тебе нужно было бороться с одним, а у тебя сзади в тылу находились другие агенты. Именно поэтому мы сперва должны создать комиссию, мы провести должны люстрацию, и всех вот этих Янгулбаевых, Тузиковых, там третье, десятое, всех их должны в равной степени отодвинуть от нашего государства. И у Айцадуи, Валлахи ваймели лештег, эрен мадушун. Валлахи, биллахи, хинц, Закаев, уи, Закаев, хинц, поддержать вешуй, бо я эти голоса слышу. Не пускай он там такой сикой, но нам сейчас нужно как-то там выкарабкаться и так далее. Почему нужно выкарабкаться? Таким способом, что завтра нам будет хуже. Мы сейчас закрутится этот процесс, и если впереди нас идет человек, которому нельзя доверять, который нас может продать, купить, кинуть, обмануть, то мы просто сами себе просто готовим яму. И все. Я с этим не согласен. Как-то так, друзья. Баркал Рональд Рейган, баркал шун массарна, цакум аля сунох чумахта. Вая сун тишам лош тишам беш шум ола сун дойш дат шунах. Қайр сун лилаш дега оқа де шарах ше дега сайн мелх дилишек ше дега шун уадилланас. Цен сайн чирхир юй сайн доухир дуй сайн цернах изир буй я сайн цахир дуй ал ца ойла цейш. Und elche as wali ni oqman oil. Ясонис не хиру, ясонис цахила раздраконит бина до конца су цахила просто корзал баган просто проблем ширюкос. Ахка инс дица ишта цахицу und ахка волер проблем яцвейн. Вей уже вакути должен принять решение. Ца проблем яцвейн. Цундела Ашлуш бол тишама сун бези боқибу. Да муклашу цен сосан шайночу ома сагаттеш нахдушу вай ташдушадеш да мукла. Аз таз дол ниста эламиг, таз дег раз эламиг, со цану амина ватсер диц, дома цахил, боз элар, дома цахил вахи нушун хала. Ешун хала камил да хак дол шват, ешун хейкл дол шват. Ешун порядочный, там, и честный, шул честный ваш, шул порядочный ваш. Дег бос. Но, сум цаумха. Вай цанхумантя. Киетам бош. Вай цанхумантя. Гырч алла долш. Вай хули. Дер оран нур. Вай Америку лорар мадушун. Англину лорар мадушун. Украину лорар душун. О динянтя масара лорар мадушун. Хунд альч дудая волш хайна. Вай лорар. Лер вай бугу. Фундаментью. А дудая самый бедный и самый честный олашунцуна. Не самый смелый, не самый меткий, не самый там резкий, не самый сильный, самый честный и самый бедный олашун. А бедный хо ичкерю киюан бючт он болшхалча хуйцин ваш цадало хуйг машинчца ее. Сунам цагоку за ахшлах метк. Коми лач цадич. Коми адохштег кацатверч. А и катугар из преступления. Вай роушен, вай худуица хуш, вай хулил дохуш, вай тадолги, валлахи, вай шадик далур душун. Вай га шадик душун вай, шадик цадуицас, шадолум долш душун вай га. Астунавшун туишал душун, любой вай хум долш дук, пачал даватте.
Нах бехкебе жюпе узба. У нас все имеется. Дал ты айбертки юэлвай. Дал тулам лойлвай. Дал эшпши мюжги. Агенши цант ибол бешбеши. Юг богилвай югир. Ахчен дуаи ушли лаш уща гейн богилвай. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Аллаху Акбар. Адикюэль марш ойл. Слава Украине. Всего самого хорошего. Адикюэль марш ойл, друзья. И вам сюда.